У меня вот жена гражданка России. У нас ЗАГС все есть, 2 дети, 3 на животе был, когда мне во дворе делали. Сейчас 3 у вас? Да, сейчас 3. Старшему 4 года, Ибрагим зовут. 2 дочка дома сейчас, 2 годика, а младшему вот месяц. Зимой был, это 2 года назад. В 2014 году, по-моему, да, перед Новый год. Участковый меня поймал на улице, дома зашли, он у меня брал 4000. Там у меня тоже друг там был, говорит, типа, там народ живет, а там никого не было, однокомнатный, вот я с семьей жил. Он 4000 брал, я 3 хотел, он говорит, 4 дай, нас 2 по 2000. Я отдал, а потом он говорит, вот мой номер, ты каждый месяц мне должен не 4, а 3000 давать деньги. Я сказал, хорошо, а я не пошел к ним. Потом прошел 8 месяцев, он мне опять дома зашел, документ ничего не проверял, сказал, поехали к отделению. Я сказал, я сейчас возьму документы, ну, правда, что тогда у меня просроченная регистрация была, но он ничего не смотрел, сказал, мне ничего не надо, пошли в отделение, там разбираемся. А тогда он туда зашли, он все считал, сказал, ты обманываешь, с тобой невозможно договориться. Вот 8 месяцев прошло, я считал, говорит, вот мне сейчас, если 25 000 даешь, я тебя отпускаю. А если нет, тогда уже все, депортация. Я говорю, у меня ЗАГС есть, все есть, он говорит, это мне не интересует, ЗАГС есть или нет, я на принцип пойду, тебе депортирую, Вот сотрудник полиции в роли участковой вам или заплатит 25 000, каждый месяц по 3 000, или заплатит за 8 месяцев по 4 000. Да, он считал, сказал, или вам грозит депортация. Да. Они даже его закрыли, вот, то есть к себе. Даже жену отец пришел, сказал, вот у меня сейчас 10 000, я отдам, отпускаю. Он сказал, он нет. Точно сотрудник полиции? Вы Да, знаете да, его? да. Как его хоть зовут? Матвеев Сергей Николаевич. Это по какому адресу? Улица Новаторов. Даже его в интернете его фотография выходит, если пишет. И что дальше у вас было с вами? Ну, вот. Дальше мне сутки там закрыли, ничего не дали. Сутка ни с кем не отпускали, там голодный сидел сутки. Потом бумагу привезли, как это говорит, здесь и здесь подпись оставил, а то не пускали. Я там не читал, конечно, был виноватым, там оказывается было удовлетворение. А потом суд отвезли. В суде, да, потом через сутки суд пошли, жена тоже за мной, когда пришли, ее не пускали. Да. Уже суд закончился, потом ее сказали, вот мы уже забили. А судье я сказал, можно я зайду? Мне говорят, подожди, сами зашли, судью, не знаю, пиццу, что-то привезли, там зашли, что-то говорили с ними, ну их не судья. Пиццу это продается? Ну они друг друга знают, да. А второй сотрудник со мной сидел, я второго спрашивал, у меня ЗАГС есть, вы имеете право это депортировать? Он говорит, одного сделали, он так сказал. У одного тоже был ЗАГС, одного делали, и тебе тоже вот делаем. А потом в конце судья говорит, ты согласна с этим, что тебе выдворение делали? Судья была Оксана зовут, ну, женщина. Я сказал, я не согласен, как у меня жена здесь, 2 детей, как я это сейчас дал? 2 детей, еще она в положении. Да, положение. Она говорит, это ваша проблема, пусть она с тобой пойдет. Она говорит, кто? Я говорю, гражданина сына узбечка. Ну, это я ваших всех знаю, пусть за тобой пойдет. Судья предложил, чтобы забрать гражданку России, а что здание там живите. Да, 15 суток на тебе. 15 не было в этом. Да, говорит, 15 срок тебе вот из-за этого 15 суток даем, чтобы ты сам уехал. А то если у тебя ЗАГС не был бы, говорит, мы сами тебя отправим. Хотелись вышестоящий суд? Нет. Никогда не обратились. Но я когда пошла, вот мне Везде сказали, в адвокат течение 10 дней я пошла вот этот суд, который его судили, да, и мне сказали, что, ну, типа, тебе надо адвокат нужен, проходить с адвокатом, ну, там рядом адвокаты были, я зашла туда, там у меня большие суммы спрашивают, у меня есть 170 000. Суд это, Гагаринский суд. Если еще говорит, я не отвечаю, и этот, как, я не отвечаю, говорю, что там будет, сначала мне деньги будешь оплачивать. Адвокат у вас требовал деньги, 170 000. Гарантии не дам, сказал. Я гарантии не дам, говорит, я до дела пойду, говорит. Я сказала, такие суммы нету, я подумала, я пошла. Я в беременном положении была. И я пошла дальше, и я обратилась в ФМС, вот централь у меня адрес дали, я туда пошла, и там мне дали, я ни с чем не могу тебе помочь, мне визиточку дали, вот говорят, иди туда, юристы, адвокаты там сидят. Да, я туда пошла, и денежку отдала им, то, что они мне поболтали, и я зашла там в сайт, они... Если сайт зашли, все комментарии написано, что они мошенники, их фотографии, А вы деньги кому дали?
вот когда они мне вот когда я пошла В управление ФМС, ФМС? я пошла в Да, ФМС, они ФМС. мне дали визиточку, то, что я, куда я должна пойти, и мне будут помогать там. Там юристы, они сказали. Я пошла туда, и там сидели, там нормальный кабинет мы зашли, обсудили, я им все показала, все документы, все объяснила. И они мне сказали, что давай сначала нам денежки, то, 80 что тысяч начинает они ваше спросили, да, я сказала, у меня сейчас с собой нету такой суммы, давайте сначала дело откройте, потом я вам денежку отдам. Они сказали, хотя бы какой-нибудь нам аванс дай, чтобы мы делали, ну, чтобы с твоим работали. Я сказала, у меня то, что есть 5000, я вам дам 5000, вот остальные потом, я сказала, 27 числа я приготовлю. Я сказала, хорошо, очень приготовила деньги. Ну, потом я пошла деньги попросить, они сказали, что типа, ну, отмазывались, Ваш муж депортирован. По закону он депортирован. Время приличное. У вас 3 детей, вы гражданка России, национальность узбечка. Но то, что вам повезло в том, что вы можете поехать на самом деле в Таджикистан, если семью сохранять. В том плане, что гражданка России, если вы узбечка, разрешает Таджикистан прилететь и с заграничным паспортом российским. Ну, судья Дичь тоже предложил вам, давайте хорошо, ну, быстрее поехать, уезжайте я отсюда. хотела туда поехать, просто не загранпаспорт у детей, у меня нет. До сих пор не готово, а у детей Еще до сих пор не готово. готова, вот чего. Тем более я в положении была, я не хотела там родить. Ну, все-таки хотите в Таджикистан поехать? Не, сама она со мной живет в Таджикистане, просто... Ну, хорошо, ну, Здесь а в России, ну, в Таджикистане были когда-нибудь? Да, на свадьбу там играли. Ну, Если там, вот как сына родила, поехала. И потом вот второй там где живет, в каком районе? Кабардян? Кабардин, Пойдем, где да. курганки, шарит тут. А может вам повезло просто? Повезло, что ехать на родину, где солнце, там все, и вода, и климат хороший, и дети будут сильные. Не знаю, я сюда привыкла. Привыкла в России жить? Ну, где-то можно работать? Нет, там хорошо, я даже сюда не хочу. Просто работы нет.